Наш тур выходного дня на туристическую базу «Остров Тайменный» проходит по запланированному графику. Мы выехали из города Якутска на легковом автомобиле в пятницу днем и уже к вечеру без проблем доехали до конечной точки. Путь до турбазы разделен на две части. Это 154 километра по Намскому тракту и далее ухоженная ледовая дорога по автозимнику протяженностью всего лишь 65 километров. На всем пути дорога хорошая, и можно проехать на любом легковом автомобиле. В первый день мы расположились в очень комфортных условиях и выспались на весь год вперед. Помимо естественного восстановления сил и рекреации в условиях дикой природы, на турбазе есть возможность отлично порыбачить. Рыбалка тут также организована на высшем уровне. От трансфера до рыболовных мест с уже прогретыми, теплыми домиками и готовыми лунками до обучения хитростям и правилам зимнего лова. Вот, к примеру, нашим девушкам егеря турбазы предоставили весь рыболовный инвентарь и показали, как правильно рыбачить. Но, естественно, клев не стал долго ждать. Буквально пару минут и сразу первый улов раззадорил всю компанию. Ну и, конечно, перед тем, как поехать отдыхать на турбазу, мы зарядили жерлицы и даже успели проверить одну из них. Испытано на себе. Ну вот мы маленького пойманного нашего окуня сейчас будем использовать как наживку. И в этом нам поможет егерь Джулус. Он будет сейчас показывать, как правильно ставится жерлица. Это убираем обязательно. Так. Плавник убирается. Обязательно это. Так, убираем. Ага. Просто продеваем через жабры. Вот. Ага. И одеваем двойник. Одеваем двойник. Ага. Все. И аккуратно вытягиваем. Вот так вот, как кабанчик. Это грузик застрял, да, получается? Ага. Все, встать. Ага. И вот груз пошел, потянул за собой рыбу. Ага. Все. Вот до дна вот. Ага. На дне, получается, да? Ага. Чтобы рыба от дна 15-20 сантиметров была. Ага. Будем поднимать. Вот это Раз оборот, два оборот. чувствовать. Ага. Нет, 3. нет. Вот, вот. А вот что ты чувствуешь? Это... Это я грузик чувствую. все понял. Все, от грузика 3 оборота. Раз, Ага. 2, 3. Все. Рыба у нас на плаву. Ага. Все, фиксируем. Все, вот так вот и будем ждать, флажок. Ага. Ну, то есть рыба должна дернуть, флажок должен встать, и мы увидим, что есть рыба. Мы Все? увидим, что сработало, рыба подошла, хищник. Ага. Ну все, хорошо, спасибо большое. Вот таким вот образом мы поставили нашу наживку, ну, зарядили, да, нашу наживку. И сейчас будем ждать. Итак, вот наша жерлица сработала, флажок отработал. То есть мы сейчас издалека прямо увидели красный флаг и идем проверить нашу жерлицу. Тут вся проблема в том, что, скорее всего, лунка уже примерзла и необходимо сначала произвести очистку. Как мы делаем? То есть, убираем, получается, снег. Аккуратненько. И вот эту штуку. Оп.
И видим, там замерзло. Так, что мне... Аккуратненько пешней выдавливаем вокруг лески. Давай. Щучка. Большая, как ты сказал, да? Испытано на себе. Итак, наконец-то наступила наша очередь, и мы идем в баню. Банька здесь на дровах, тепленькая. Сейчас зайдем посмотрим. Ну вот такая вот банька. Здесь вот замечательная комната отдыха и, естественно, дровяная печка. Мы сейчас немножко подкинем дров. Здесь у нас уже заготовлены дровишки. Открываем. Просто закидываем. Там просто водичка закончилась. Перед нами девушки ходили. И чтобы подогреть воду, еще получше закинем дровишек. А так, в принципе, там температура уже 90, ну под 90, так что, думаю, мы хорошо попаримся. Пойдемте дальше посмотрим. Ну, тут у нас получается чан с водой холодной, ну, это помывочная, да, то есть здесь можно набрать водички, помыться, это уже после баньки. А так, сейчас мы идем в сауну. Ну что тут, венички имеются, температурка хорошая. Ух, я вот не взял шапочку. Сейчас, наверное, схожу за шапкой. Ну, шапочку. Без шапки нельзя в баню ходить. То я вот опрометчиво поступил при съемках. Ну, ничего страшного. Че мы? Ну, тепло, хорошо. Тут имеются такие венички. Можно попользоваться. Ну что, посидим, погреемся сначала, да поддадим парку. Парилка замечательная. Надо вот отдать должное, то что именно дровяная печка, камни имеются, да, то есть поддавать можно сколько угодно. И прямо пар пробирает жестко. Ну что, пришло время поддать парку. Набираем горячую воду. Тут такой специальный кранчик. Ну, вода для того, чтобы поддать на камни, должна быть обязательно горячей. Это просто обязательное правило бани. Сейчас добавляем, ну, набираем, получается, наш тазик и будем поддавать парку. Потихонечку, помаленечку. Вот, хорошо, пошел пар. О, хорошо. Начинает пробирать. Отлично. О, хорошо. На улице минус 40, а мне вот прямо отлично, просто замечательно. Сейчас бы елочку какую-нибудь найти. Оп, пойдемте, наверное, туда. О, хорошо. Ну-ка. Снежный дождичек. О, хорошо.
Ребята, банька, огонь. Температура тела у меня вот только-только начинает остывать. Но пока не замерз совсем, пойду погреюсь. Ну что, у вас замечательная просто банная процедура сегодня. Но и сейчас необходимо пойти выпить горячего чаю, лечь спать. Завтра у нас также денек, еще один день на острове Тайменном. Испытано на себе. Утренний вид территории турбазы завораживает своим масштабом. Здесь с утра представляется, наверное, один из редчайших комбинированных пейзажей. С одной стороны таежный остров посередине могучей реки Лена, а с другой уму непостижимая современная инфраструктура, легко вписываемая в сказочную историю данной территории. Мне лично нахождение здесь чем-то напомнило старый добрый советский мультфильм «12 месяцев». А именно момент, когда главная героиня сказки заходит в гости в глухом зимнем лесу на уютную поляну, где ее встречают и обогревают те самые месяцы в обличии людей. Так и тут. Все здесь выглядит словно фантастический рассказ. Все очень атмосферно. Домики, покрытые нетронутым и в то же время теплым снегом. Аутентичная вышка, напоминающая средневековую крепость. Доброжелательные хозяева и гостеприимная уникальная жизнь вдали от городской суеты. А самое главное – это яркие впечатления на всю жизнь. Ну а мы отлично выспались после подледной рыбалки и релакса в таежной вечерней баньке. По плану у нас полевая кухня из свежепойманной щуки. И, конечно, с утра перед приготовлением замечательной ухи решили немного осмотреться и заодно проверить интересующий всех вопрос. Действительно ли на острове далеко от населенных пунктов есть связь? Тем более мы решили немного задержаться в этом аттрактивном мире, отдохнуть. Но надо было обязательно предупредить родных в городе Якутске. Как я уже говорил ранее, на территории базы имеется точка доступа к сети Wi-Fi. И вот в данный момент я пытаюсь подключиться к ней. Да, TP-Link, вижу, все, подключение есть. Вот как раз имеется связь с Wi-Fi, 2 антенки, вот 3-я появилась. Для чего я хочу это сделать? У меня как раз дома остался кот. Ну, то есть перед тем, как поехать сюда, я был вынужден оставить кота дома одного, и ключи передал своему другу, соседу Сергею. И я очень за это переживаю. Хочу сейчас попробовать сделать WhatsApp-звонок и посмотреть вообще, работает ли связь, насколько она хорошая. То есть вот сейчас в режиме онлайн мы будем как раз-таки тестировать работу Wi-Fi. Так, делаем звонок. Громкая связь. Так, звонок отсюда идет. По крайней мере, гудок идет. К сожалению, пока Сергей не берет. Обычно бывает такое, да, то есть по WhatsApp нужно немножко дольше дозваниваться. Звонок идет, что-то пока не получается дозвониться. Может быть, спит, сегодня воскресенье просто. Ладно, будем пробовать позже. В рамках именно теста сейчас попробую позвонить своему другу, товарищу Петру. Просто ради того, чтобы попробовать, работает связь, нет. И к тому же он является отцом, скажем так, нашего оператора. Вот как раз-таки сейчас позвоним и сообщим, что у нас все хорошо, все замечательно, тестируем связь. Да, Семен. Петя, привет! Звоним тебе с турбазы остров Тайменный, подключились к зоне Wi-Fi, вернее, к точке доступа Wi-Fi. И вот в рамках проекта «Испытано на себе» тестируем, в общем говоря, связь. Меня хорошо слышно? Да, отлично вообще. Ага, ясно. Мы с Ромой здесь, сегодня чуть-чуть задержимся, наверное, к вечеру подъедем. У нас все хорошо, замечательно, не переживай. Да, молодцы, красавчики. Отлично. Ага. Я рад за вас. Все, ясно, ладно, увидимся в городе. Давайте, удачно доехать. Пока. Все, давай.
Ну, как видите, да, то есть, получается, мы дозвонились по WhatsApp, связь не барахлит, все замечательно. В принципе, здесь работает интернет, можно отправлять любые сообщения, там, картинки, ну, все, что душе угодно. Ну, в том числе можно звонить. Испытано на себе. Итак, друзья, мы сейчас будем готовить нашу пойманную щуку. И вот, скажем так, легче всего отделить шкуру, вернее, легче всего отделить чешую в зимний период вот таким вот способом. Прямо замороженную щуку мы отделяем от чешуи при помощи ножа. Вот замороженная щучка, она, получается, быстренько отходит. Буквально пару движений ножа, и уже чешуи нет. И сейчас будем размораживать ее. Отойдет она быстренько. Сколько примерно по времени? В тепле она, наверное. Чтобы сделать куски, минут 20 хватит. Ну вот, минут 20, да, получается? Буквально минут 20. Разрезаем на кусочки, и уже можно начинать готовить. Ну вот у нас такая чистенькая рыбка получилась. Испытано на себе. Ну, в общем говоря, мы вот вчера съездили на подледную рыбалку, да, немного поймали рыбы, и вот есть у нас, скажем так, щучка. И вот мы из этой щуки хотим приготовить сегодня уху. Прежде чем, положить ее на стол, естественно, мы ее почистили. Это, кстати, очень интересно, да, прям зимой на улице, вот как строганина, да, как построгали. Вот, в замороженном виде. Да, в замороженном виде, получается, шкуру сняли очень быстро. Начнем сейчас готовить. И мы это будем делать как раз-таки во время общения с Евгением, да, с руководителем туристической базы «Остров Тайменный». Евгений, скажи, пожалуйста, вообще вот уха, в целом, как мы ее будем готовить? Чтобы приготовить уху, есть разные виды, способы, подходы. Каждый готовит ее по-своему, по своему вкусу, по своему кто как считает. По своему усмотрению. Мы не будем углубляться, мы приготовим ее в классическом виде. Сейчас мы разделаем этого хищника, щучку, которая была поймана в нашем рыбацком домике. Значит, спорим живот и извлечем оттуда кишки и порежем на кусочки. На кусочки. Кстати, хотелось бы отметить, да, то, что обычно рыбалка, да, завязана, с рыбалкой в любом случае есть полевая кухня. Но вот именно наша полевая кухня происходит не где-то там на морозе, скажем так, а в теплом, уютном домике, в гостевом домике, в комфорте. Как Евгений уже сказал, да, мы заранее подготовили сейчас ингредиенты. Вода уже у нас стоит, кипит на газовой плитке, что тоже, то есть, является особенностью, да, не надо там на улицу ходить, морозиться, все в доме, в общем говоря. Начнем? Давай, так. Семен, начнем. Так, попробую, наверное, ее спороть. Начинаем с живота, да. Так, щука находится немного в замороженном чуть-чуть виде. Да, вот. Почти вот тайном, не до конца. Оп, пошел. Вот, отлично. Оп.
Оп, есть. Так. Раскрываем. Угу. И все извлекаем оттуда. Пешки. Так, ну это, наверное, сразу в мусорку, да? Ну, Да. в смысле... Конечно, это все пойдет в отвар собакам, Угу. в собачий корм. Ну да, охранников базы нужно хорошо кормить, да? Конечно, они же работают. Они отрабатывают еду. А Так. тут можно уже ножиком подрезать. Так. Мгм. Вот, знаешь, да. Можно, в принципе, и голову сразу А, ну да. отрезать. Да, и тогда у тебя все отойдет Ага. само по себе. Это один из основных ингредиентов, которые требуются для того, чтобы сварить уху. Конечно, так как тут содержит большое количество жира и хвостовой части. А, и хвостовую часть, ну. Так. Ну, да, вот. Единственное, тут, походу, желчь, да, осталось? А, нет. Все. Так, ну, готовые кусочки сюда положим. Вот это, наверное, в пакетик? Да, Да? это пакет. Вот тут как раз пакетик есть. Так. А по идее, вот, допустим, вот на рыбалке в полевых условиях нужна большая ложка. А, Сейчас, убрать. Да, можно просто выскребсти аккуратно. И Сейчас. она будет смотрится очень эстетично, чисто. Берем ложку, да. Да, то есть мы берем ложку и внутреннюю часть. Вот, это Кровяную мы вычищаем. так, получится сейчас. Она замерзшая просто. Ну-ка. О, Ага, идет. идет, отлично. Как тебе пришла вот идея вот заняться туристическим бизнесом, да? Вот это турбаза, по сути, на реке Лени, по сути, в тайге. Тут очень много сложностей, элементарно там с коммуникациями и тому подобное. Ну вот, каким образом ты пришел к этому? Честно говоря, я не думал, что я буду открывать турбазу, Мгм. находиться в таких условиях, что я стану хозяйственником. Никогда об этом не думал. Но, конечно, с детства я был уже любителем природы. С раннего детства мы с отцом ездили на рыбалку. Мгм. И оттуда, возможно, все и пошло. Через как бы знакомых я узнал, что проводится конкурс на таежный участок. А вот как. Ага. Я изучил местность, саму дислокацию этого участка, посмотрел, что тут впадает множество речек, находится еще и горная река. Это мне очень понравилось, по душе было. Я почувствовал, что это мое. После того, как выиграли тендер, аукцион, ну, соответственно, на этом участке начали развитие нашей туристической базы. Ну, замечательно. То есть, получается, в принципе, это можно отнести к тому, что хобби, да? Монетизация. Это, монетизация это хобби. началось с хобби, Ага. а сейчас это переросло в профессиональную деятельность. То есть все есть все необходимые вещи для организации зимней рыбалки. А для летней рыбалки тоже, скажем, все упаковано. Или как правильно это назвать? Ну да. Да, можно сказать так, мы как раз к этому и шли, чтобы было все упаковано. У нас и летние туры, и зимние туры, они упакованы. Летние туры, они упакованы, то, что у нас есть водная техника. Это 2 катера, на которых мы можем доставлять людей по воде до нашей турбазы. Ага. Также есть у нас водная техника, это резиновые лодки ПВХ под мотор с водометной насадкой. То есть это лодки для прохождения мелководных участков горных рек, ну и мелких речек. Ну, понятно, водомет это Да. же по мелководью, да? Чтобы Да, можно- совершенно верно. То есть вы возите туристов тут же ближайший Верханский хребет, да, получается? Совершенно верно, да, от нашей турбазы вот находится горная река,
Белянка. И поднимаясь по этой горной реке, мы уже оказываемся в Верхоянских хребтах. Мгм. Там красота неописуемая. Ну да. Идея, философская идея вообще деятельности, насколько я вижу, это обеспечить максимальный комфорт для своих гостей. Да, Вот я даже верно. замечаю в разговоре, да, вот когда с туроператорами, например, разговариваешь, туристы, а здесь вот гости. Это прямо как-то, даже в этом есть нотка. Любовь. Да, вот какая-то любовь. Да, действительно. совершенно верно. Любовь к делу, это, я считаю, это самое главное. Если ты любишь свое дело, Мгм. то все получится. Надо любить тем, чем ты занимаешься. А так вот, к слову о центральных городах, да, вообще какие туристы приезжают? Ну, не то чтобы какие, а с каких городов больше приезжают? Ну, в основном в летнее время приезжают с городов Москва, Мгм. Калининград. Центральная часть. общем говоря, Да, России. центральная часть России, да, совершенно верно. Ну, Ждем. я слышал из предыдущего разговора, да, о том, что данная территория находится в особо охраняемой природной территории. Имеет статус особо охраняемой природной территории. Это ресурсный верно. резерват. Наша турбаза находится в особо охраняемой территории, резерват Белянка. Мгм. Резерват Белянка – это огромная территория, вот, которая охраняется дирекцией биологических Мгм. ресурсов. Соответственно, в этой особо охраняемой территории у нас, как я уже неоднократно сказал, впадает в реку Лену много речек. Это Мгм. Кинкиме, Беленькая, Ханчелы Мгм. и горная река Белянка. Ну и тут еще протоки. И, соответственно, в устьях этих рек, соответственно, большое скопление рыб. Я сейчас пойду проверю картошку. Можешь, пожалуйста, пока нарезать лук? Хорошо, Семен. Приму участие. Так. Евгений, вот скажи, пожалуйста, вот с момента развития, да, что у вас вот сейчас есть на базе? У нас сейчас с момента развития у нас имеется 3 гостевых дома вместимостью до 6 человек каждый. У нас есть баня вместимостью до 8-10 человек. У нас 2 гаража. У нас есть глэмпинг, а у нас есть дом отдельный для персонала. А также у нас есть банкетный зал вместимостью до 50 человек. Летний банкетный зал в летнее время. Он только в летний период. Только в летний период. И, конечно же, есть планы на будущее. Это постройка дома администрации с зимней кухней. И приобретение дополнительной водной техники для создания новых маршрутов для организации отдыха и рыбалки для наших гостей. Ну, замечательные планы. Так, там уже вскипело у нас овощи, да, все уже готовы. Сейчас будем закидывать рыбу. Так, закинем рыбку. Ну и буквально сколько там? Ой, минут 20, да, наверное? Или меньше? Да меньше, да. Меньше. Буквально минут 20. Ну, Нам 10-15 минут. да, буквально 10-15 минут, и у нас уха будет готова. Испытано на себе. Ну что, приятного аппетита. Пробуем нашу уху. Спасибо, взаимно. Классно. Бомбически вкусно. Уха есть уха, да? Со свежепойманной рыбой. Да, вот она, кстати, вот когда свежепойманная, это вот
Вкус совсем другой, да? Конечно, Чем пролежавшая давно уже. конечно. Сохранены все полезные микроэлементы. Мгм. Рыба не обветренная, никакая там не пролежавшая год-два там. Ну да, вот она, грубо говоря, живая только что была. Да. О, Свежая. Так прошел наш короткий тур выходного дня на острове Таймен. Круто отдохнули, порыбачили, попарились и даже попробовали домашнюю полевую кухню. В целом, конечно, еще бы пару дней задержаться на территории базы. Но наш график состоял из 3-дневного тура. Несмотря на то, что в составе предоставляемых услуг на базе имеется собственный трансфер, мы решили съездить на маленьком городском автомобиле и с легкостью справились с поставленной задачей. Ну и, конечно, обязательно приедем сюда еще раз, но уже за трофеями. И также попробуем летнюю рыбалку.